а главное бахчеводством и огородничеством. Ну, это вот данные конца 19 века по Негасину. Значит, юртовские нагайцы, название это публицистическое, чужеродное, то есть себя они так не называют. Впервые так назвал местное тюркоязычное население, оставившее после завоевания, после включения Нижнего Поволжья в состав русского государства, губернатор Астраханской губернии Татищев в 18 веке. Сами себя юртовцы называют Нувайлар. Казанские татары и нагайцы-карагаши называют юртовцев Харели-Нувай. То есть нагайцы, живущие в черных домах. Туркмены и казахи соседи живут, и так их называют Нувай. Нувай нагай. Значит, известные личности, вышедшие из этой среды. Базыр Мажитович Абдулин, нагайский писатель, драматург, уроженец села Каргали. Салиев Бекбулат Мажитович, уроженец села Татарская Башмаковка, советский и узбекский востоковед, тюрколог, историк первой половины 20 века. Нашиб Гасри, Амулюбердий. Традиционная одежда юртовских нагаев совпадает в большинстве своем, ну, имея, конечно, свои местные определенные, значит, черты, с общенагайской. У мужчин традиционные шаровары, рубаха, поверх бешмет с кожаными или матерчатым кушаком, поясом, бильбов. Обувь, кожаные калоши или сапоги, на голове горб, каракулевая или смушковая папаха. У женщин расклешенное платье с оборками по подолу и широкими рукавами поверх, бархатный или суконный камзол, расшитый узорами. Женское платье украшалось на груди большим количеством металлических украшений, монет, аспа. Также у молодых девушек и женщин в правой ноздре имелась такая, ну, серьга, алка, да, которая играла роль оберега. Замужние женщины носили белый головной убор тастар, закрывающий волосы. Девушки плетали в косу нитку с украшениями, носили либо, ну, что-то наподобие тюлетейки или платка красного цвета. Традиционная кухня юртовских нагаев — это, ну, всем известный чай, который обычно принято называть калмыцким, у нас его называют каращай или тактащай. Да, Нувай малеш, да, это особый пирог, плов с тыквой, турамша, пирожки с различными, значит, начинками буреки, да, хабак бурек, жимс бурек, коз бурек, талкан, это особый способ приготовленной каши из проса, луком. То есть много общего с нагайской кухней, имею в виду общенагайской. Язык юртовских нагаев, как уже сегодня было сказано, принадлежит кипчако-нагайской подгруппе кипчакских языков, тюркских, гепи-алтайских языков. В основе своей является диалектом нагайского языка, при этом испытал влияние татарского языка в области фонем. Но нужно не забывать, что в свою очередь он оказал лексическое влияние на язык переселенцев татар Астрахани. То есть много терминологии, именно вот юртовская, да, она вошла и в язык татар, которые вот проживают в селах Нариманского района. Это тоже нужно не сбрасывать со счетов. Юртовский нагайский язык ближе к собственно нагайскому и алабугатскому диалектам, чем к литературному татарскому или какому-нибудь его диалекту. К такому выводу пришел в свое время Леонид Шайхсултанович Арсланов. Про него сегодня говорили, он в 70-е годы работал, в частности, в нашем селе. Старики про него помнили. На такой же позиции, эта позиция не изменилась. Сейчас находятся современные ученые-лингвисты из Института языкознания Российской Академии Наук. Буквально вот в этом году проводилось аудирование специалистами этого, значит, института, и я думаю, работы будут в скором времени изданы. Ну, просто чисто вот для сравнения, да, несколько слов я озвучу. Допустим, например, далеко слово, да, в юртовско-нагайском алыс, в татарском языке яраб, в нагайском языке то же самое алыс. Или, например, женщина в татарском языке хатун, в юртовско-нагайском хаскаяклы, в нагайском общенагайском хаскаяклы, да. Далее, допустим, стена. В татарском языке диваря,
В юртовско-ногайском РГ, в общеногайском литературном то же самое РГ. То есть, ну, таких примеров можно приводить массу, да? То есть лексика, она не изменилась, изменилась еще раз. Традиционные танцы, акшаттер, яусы, залы, куалашпат, традиционная песенная культура включала исполнение мужчинами героических песен. Кстати, эпос Гиге, в частности, был впервые записан исследователем Ходько в 1830-х годах именно в юртовской среде. И жанр, особый жанр кушавас, тоже исполнялся мужчинами. Традиционные музыкальные инструменты побас, это струнно-смычковый инструмент, позже был заменен скрипкой. Сас, саратовская гармошка, бубен, хабал и в меньшей степени, конечно, домбра. Домбра, она больше сохранилась у нагайцев карагаши. Традиционные праздники, ну, можно разделить на религиозные, это Ураза Байрам, Курбан Байрам, юртовцы являются значит, мусульманами-суннитами, да, ханафитского масхаба. И народные, это Амиль Байрам, аналог Навруза, сейчас он празднуется, в частности, в селе Каргали, он совмещает из него села. И праздник сбора урожая, так называемый Майдан, он до последнего времени проводился у нас в Шмаковке. Традиционное состязание от шабас, конный скач, алтын-табак, стрельба по подвешенным на высоком шесте мишени, борьба на поясах, бельбов крящ, борьба в шароварах, балах крящ, мужские единоборства, БГБ. Традиционное жилище. Одно, двухкамерные деревянные пластинчатые дома. Состоятельные нагаи жили в домах с мезонином, балашарлах и так называемые. Беднота жила в камышитовых мазанках и землянках. Во дворах имелись летние кухни, казани, в которых обычно стояла печь с вмазанным казаном. В нем теплое время года готовили пищу. В домах были точно такие же печи, но они используются только в холодное время года, когда одновременно с приготовлением пищи отапливалось и жилище. Печь такой конструкции назывались новаймищ. Да. После вхождения Нижнего Поволжья в состав российского государства юртовские нагайцы включаются в категорию служилого населения и широко привлекались как астраханскими властями 17-го, первой половины 18 веков, так и московскими властями, да, для выполнения различных дипломатических поручений во взаимоотношениях с народами Северного Кавказа, Крыма, Средней Азии. Это подробно написано, в частности, у Торопицына.